Здравствуйте, в студии Николай Борисов и обзор чрезвычайных происшествий. По социальным сетям распространяется фотография загрязненной реки Орто-Сала в Алданском районе Якутии. Алданский комитет государственного экологического надзора начал проверку по факту распространяемой фотографии. Отметим, что река Орто-Сала является правым притоком реки Селигдар. Ранее в этом же районе были загрязнены реки Редерга и Эльконка. Добывающая компания Нордголд, загрязнявшая реку Редерга в августе текущего года, готова возместить ущерб. Также им поручено укрепить дамбы и принять меры по недопущению нарушений в будущем. В Нерюнгри завершено расследование уголовного дела по покушению на убийство. Мужчина вооружился карабином марки «Тигр» и отправился убивать. Там он против воли проживающих в одной из квартир граждан проник через незапертую дверь в их квартиру, где в присутствии 58-летней женщины и ее 33-летнего сына снарядил патронами карабин и направил ствол в их сторону, намереваясь произвести выстрел. Предвидя реальную угрозу для своей жизни и жизни своего сына, женщина стала отвлекать внимание незваного гостя, а ее сын схватил ствол карабина и начал вырывать оружие из рук обвиняемого. Хозяевам жилища удалось вытолкать обвиняемого в межквартирный коридор, где тот в ходе завязавшейся борьбы произвел выстрел в сторону мужчины. После выстрела потерпевшие, понимая, что могут спастись от нападавшего только своими активными действиями, направленными на подавление нападения, вдвоем накинулись на злоумышленника. Потерпевший снял с карабина магазин и стал наносить удары по голове обвиняемого, а женщина смогла вырвать оружие из его рук. После этого потерпевшие забежали в свою квартиру, закрылись и вызвали сотрудников полиции, которые и задержали нападавшего. В Верхневилюйском районе идет работа по подъему затонувшего катера с дна реки Вилюй. Транспортное происшествие произошло в День народного единства около 2 часов дня. Затонувший катер-буксир принадлежит индивидуальному предпринимателю. А в Намском районе под лед провалился автомобиль Mitsubishi Pajero. Очевидцы сообщают, что владелец утопил автомобиль во время рыбалки. Конечно, в пьяном состоянии. В экстренные службы обращений не поступало. Главное управление МЧС России по Якутии напоминает о категорическом запрете выезда или выхода на лед до официального открытия ледовых переправ. Водители, пренебрегающие правилами безопасности, не только подвергают свою жизнь опасности, но и будут привлечены к административной ответственности. Прямо у меня на глазах блым, и морда ушла. Сам потом ночью вышел, куда-то в палатку пошел, мы-то поехали рыбачить дальше. Ай, горе Луково. Ну и сразу спасение жертвы тонкого льда. В Нюрбинском районе Якутии 6 ноября на реке Вилюй под лед провалилась корова. Как сообщили в службе спасения, корова провалилась под лед во время водопоя около 2 часов. Прибыв на место происшествия, спасатели вытащили попавшую в беду корову на берег и передали ее хозяевам. Ранее аналогичные случаи происходили в Сунтарском и Хангаласском районах. В комментарии телеканалу «Якутия-24» в департаменте ветеринарии сообщили, что виновниками ситуации являются сами хозяева животных. В столице республики в больницу поступил мужчина с переломом ребра. Подозреваемый в нанесении повреждений был установлен и задержан. Им оказался безработный 23-летний уроженец Якутска. Как оказалось, в гости к потерпевшему пришла его знакомая со своим приятелем, после чего они продолжили знакомство за совместным распитием спиртных напитков. Между мужчинами произошла ссора из-за девушки на почве ревности. Новый знакомый ударил кулаком в грудь хозяина квартиры, что и привело к перелому ребра. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Ревницу грозит срок до 3 лет. К российским новостям совсем не так закончилась сцена ревности в Уфе. Тут 54-летний мужчина задержан по подозрению в двойном убийстве. Во время праздников он застрелил родного брата и жену, застав их за изменой. Недолго думая, мужчина в порыве эмоций схватился за охотничье ружье. Сначала он выстрелил из карабина жене в голову, а потом этим же оружием отправил на тот свет брата, который пытался выбежать из квартиры. Любовники скончались на месте. Затем мужчина позвонил в полицию и признался в содеянном. На место была незамедлительно вызвана следственная бригада. Это же мой брат был. Пассажирский поезд Хабаровск-Нерюнгри сбил насмерть молодого человека 98-го года рождения. Как сообщили в пресс-службе Забайкальской железной дороги, мужчина переходил путь перед близко идущим транспортом. Машинист применил экстренное торможение, но из-за малого расстояния не успел остановиться. Трагедия произошла 5 ноября в Амурской области. Скорость движения состава в среднем составляет 60-70 км в час и выше.
Тормозной путь такого состава достигает более 800 метров. По словам представителя пресс-службы, такие несчастные случаи происходят из-за того, что люди неправильно оценивают скорость поезда и свои возможности. Думают, что успеют перебежать пути. В результате лобового столкновения автобуса с грузовиком в Перу погибли 18 человек, рассказывает Сергей Берец. По меньшей мере 18 человек лишились жизни в результате автокатастрофы в районе города Пуна в Перу. В числе погибших 12 женщин и 1 ребенок. Ранения получили 37 пассажиров автобуса, который в лоб протаранил грузовик на горной трассе. Она проходит вдоль побережья озера Титикака на высоте 3800 метров над уровнем моря. Раненых доставили в близлежащие больницы, погибших в морге. Как утверждают родственники некоторых жертв и пострадавших, у их близких не оказалось при себе денег и ценных вещей. Они, как сообщает перуанская пресса, обвиняют в мародерстве полицейских, прибывших на место происшествия. По словам очевидцев, грузовик, врезавшийся в автобус, превысил скорость на сложном участке дороги. На этом пока все. Берегите себя.